Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Делегация Якутии завоевала 119 медалей на главном событии осени – российской выставке-ярмарки «Золотая осень». Отмечен труд не только предприятий, но и школьников. Тулагинская агрошкола удостоена 10 золотых медалей. Сельскохозяйственный и производительный кооператив при школе получил заслуженные награды за представленную продукцию из мяса, курицы и индейки. О главных итогах выставки и не только мы поговорим с гостем студии Михаилом Никифоровым, заместителем председателя правительства республики. Михаил Викторович, здравствуйте. Добрый день. На выставке ярмарки «Золотая осень» была представлена уникальная порода якутской коровы. Еще в 2019 году Якутия получила золотую медаль за селекционные достижения и стала лауреатом выставки по генофондным породам. Насколько сегодня данная порода популярна в регионе и в чем ее особенности? Я бы хотел начать очень коротко с выставки «Золотая осень». Вот действительно мы получили 119 медалей, из них 104 золотых медалей. И в рамках данного мероприятия «Золотой осени» она под эгидой прошла обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, именно продукции сельхозназначения. И здесь в свете специальной военной операции я бы хотел, что наши аграрники всей страны, конечно же, как говорится, очень хорошо отработали текущий летний сезон, и сегодня с учетом ситуации можно сказать, что практически подводятся итоги уборочной кампании, и в основном все направления, они намного лучше, чем в прошлом году, а по зерновым мы вообще бьем все рекорды. Сегодня намолочено по стране 142 миллиона тонн зерна, а планируют 150. В советское время больше 130 миллионов мы не делали. Поэтому хотел бы коротко остановиться на этом. Что касается якутского скота, и наш якутский аборигенный скот, он тоже получил золотую медаль и в этом году. Вообще компания «Якутский скот», казенное предприятие, получила в этот раз 3 золотых и 1 серебряную медаль. А в рамках даже этой выставки у нас проводилась даже еще научно-практическая конференция. В этом году была создана Ассоциация сохранения и развития генофондных пород, исчезающих пород сельхозживотных по Российской Федерации. Мы, Республика Саха-Якутия, являемся учредителем данной ассоциации. И сегодня мы трое выступали от имени Республики Саха-Якутия именно по сохранению и развитию генофондных пород нашего скота в Республике Саха-Якутия. Что касается вообще отличия и насколько она популярна, я хотел бы сказать, что в Республике Саха-Якутия сегодня 2300, там где-то порядка 70 голов крупного якутского скота, из них 976 коров. Если коровы, тип или порода имеет меньше 1000 голов только коров, то она является исчезающим видом. Мы сегодня, Арсений Сергеевич Николаев, глава нашей республики, своим указом поставил нам задачу уже к 2024 году перевалить за 1000 коров, что мы сегодня исполняем. Я надеюсь, что уже в текущем году или в начале следующего года мы данный вопрос уже решим. А вообще якутский скот у нас в республике имеется в 9 районах только якутский скот, а в советское время у нас только находился в Говенно-Батантайском районе. Поэтому якутский скот, он один из немногих пород в мире, чей генотип не вмешался человек. И сегодня вся научная общественность Российской Федерации, ученые занимаются изучением якутского скота. Поэтому здесь я бы хотел конечно же, порадоваться за наших сельхозников, потому что действительно разведение якутского скота, и вообще эти медали, которые мы получили в «Золотой осени», конечно же, очень отрадно, и такого у нас не было никогда. В 2015 году мы завоевали 49 медалей. Общее количество сегодня 119. Отлично. В этом году выдалось засушливое лето. Многие животноводы Якутии оказались без необходимых запасов сена. Какой ожидается зимовка скота в этом году? Конечно же, нынешнее лето нам задалось опять же проблемное. Если в прошлом году у нас были одни засухи до пожары, то в этом году одни дожди. То есть ситуация
коренным образом поменялась именно по погодным условиям, хотя травостой в начале лета был, в принципе, во всех муниципальных образованиях неплохой, ну, кроме отдельных муниципалитетов, где у нас, значит, появились саранчевые. Но при всем при этом задача, которая была поставлена, 443 тысячи там, с небольшим тонн мы должны были заготовить, на сегодня заготовлено порядка 390 тысяч тонн, 88% от плана. При этом хотел бы отметить, что два наиболее пострадавших района, хотел бы отметить, это Верхоянский район, ну, все лето в Верхоянске у нас то, значит, это паводковые воды, то этот, ну и, соответственно, Кобяйский район, с учетом того, что прошлогодние пожары, конечно же, помешали, и дожди текущего лета, они помешали нормально, значит, подготовиться к зиме. А так у нас пострадавшими сегодня считается 8 муниципальных районов. И сегодня вот по поручению главы Арсения Сергеевича Николаева действительно мы принимаем все меры по, можно сказать, нормальному прохождению зимовки скота. Во-первых, хотел бы отметить, что принято решение обеспечить и пострадавшие улусы концентрированными кормами. Это порядка чуть более 5200 тонн. Это будет комбикорма, это будет гранулированные цены, это будет, значит, овес, которые мы привезем в эти пострадавшие районы и доставим, значит, в муниципальные районы. Первая партия уже намечается уже к концу этой недели подъехать, и мы постараемся обеспечить 3 муниципальных района. Далее планируем, значит, оказать содействие по перевозке, значит, грубых кормов. В этом году мы нигде не собираемся, как в прошлом году, приобретать сено за пределами республики. Все будет приобретаться внутри республики. Отрадно то, что сегодня вот Хангаласский, Намский район, Амгинский район свои планы достаточно даже перевыполнили. Есть некоторые муниципалитеты, которые практически за 90% выполнили свои планы, поэтому, в принципе, есть где у нас купить сено. Ну и, соответственно, сегодня ведется подсчет, значит, наличие сена во всех категориях хозяйств, где мы будем приобретать, ну, дополнительно для наших пострадавших районов. Поэтому работа ведется. Надеемся, что хотя и трудная зимовка мы ожидаем, но при всем при этом постараемся, значит, пройти эту зимовку в нормальном режиме. И здесь хотел бы обратиться к нашим жителям, нашей республики, особенно пострадавшим районам. Хотел бы, чтобы не старались забивать лишний раз свой скот, так как сегодня с учетом и военной операции, сегодня ситуация во всем мире, все-таки сохранение скота это наоборот приоритет. И здесь я бы здесь порекомендовал, правительство окажет всю необходимую помощь, в том числе перевозка сена, и в следующем году в том числе. Михаил Викторович, а как завершился завоз грузов в районы Арктики? Обеспечены ли все населенные пункты овощами? Ну, сегодня, можно сказать, завоз грузов еще идет. Плановый завоз продовольственных товаров у нас водным транспортом сегодня составляет порядка 4,7 тысяч тонн, в том числе 3,4 тысячи тонн это муки и порядка 4,25 тонн расширенного ассортимента социально значимых, значит, продуктов. Сегодня навигация уже отгружена порядка 85% всего. Значит, расширенный ассортимент у нас даже перевыполнен с этой точки зрения. Планируется вот в ноябре, в декабре планируются еще зеленые рейсы. Мы сегодня навигацией обеспечили муниципальное образование определенным количеством овощей, значит, и картофеля, но еще зеленые рельсы намечаются у нас вот именно в ноябре-декабре, как обычно в предновогоднее время. И с этой точки зрения мы сегодня, наше предприятие Якутопторг, значит, сегодня готовит заявки. Наличие овощей, картофеля у нас уже есть. В принципе, с этой точки зрения у нас урожай в этом году именно по овощам и по картофелям выдался неплохой по сравнению с прошлым годом. А как показали свою работу созданные логистические центры? Сколько их организовано на сегодняшний день? Да, вот здесь бы хотел бы добавить. Во-первых, в прошлом году мы построили 2 логистических центра. Это в Белой горе Абийского района и в поселке Усть-Куйга Усьянского улуса. Она работает только вот год.
практически. Мы сегодня провели баланс, Министерство Арктики, которое непосредственно занимается данным вопросом, провело свою балансовую комиссию по итогам 9 месяцев. И вот дано задание до 1 ноября вот как раз, значит, уточнить, насколько эффективность работы вот этих двух торгово-логистических центров. Второе. Мы сегодня строим 5 логистических центров дополнительно, то есть во всех 3 колымских группах районов, Тикси, значит, и в одном сейчас забыл, значит, и вот эти объекты мы должны построить и сдать в эксплуатацию до 1 апреля 2023 года. Сегодня строительная часть ведется, и здесь бы хотел отметить, сегодня, кстати, при завозе грузов в Северо-Административные районы мы привезли, значит, в первую очередь вот, материалы для торгово-логистических центров, для Колымской группы районов 700 тонн, и более 800 тонн мы привезли северным морским путем, который сегодня разгрузился уже в поселке Ческом. Это первый наш корабль, наш якутский, который через Севморпуть приехал в республику и разгрузился в поселке Ческий. Этого не было у нас со времен Советского Союза. Как сегодня в регионе работают рыболовецкие предприятия? Включено ли развитие отрасли в федеральную программу развития рыбохозяйственного комплекса? Ну, здесь хотел бы сказать, что мы в федеральной программе не участвуем по той простой причине, что, значит, объем вылавливаемой рыбы, квоты у нас очень маленькие, где-то чуть более 5000 тонн. Значит, дальневосточные наши регионы, Приморский край там, и так далее, там миллионами тонн добывают, поэтому мы в федеральной программе не участвуем. Вот что касается нашей программы, да, действительно, мы сегодня, вот последние 3 года, 19-22 годы, объем господдержки по данному направлению превысило 276 миллионов рублей. На что мы их тратим? Это на вылов промысловой рыбы, выделяем субсидии, ну и техническая модернизация отрасли. Покупаем, значит, лодочную технику, значит, оборудование шоковой заморозки, холодильное оборудование. Вот в этом году введем в Аллайховском улусе целый ледник на чуть более 10 тонн объемом мощности, ну и так далее, и так далее. Кстати, у нас вот с учетом нашей поддержки многие рыболовецкие хозяйства, значит, которые получили, конечно же, повысили свое качество, значит, продукции. Во-первых, первичная переработка у нас появилась, и во-вторых, у нас с учетом шоковой заморозки у нас качество рыбы намного сейчас выше стало. И вот пример текущего года, что в этом году, значит, рыба продавалась очень активно, и практически вот все, что было привезено нашими теплоходами, они, как говорится, все было продано и покупателям, и никаких там проблем нет. Сегодня ведется другая работа, подледная рыбалка, поэтому надеемся, что к Новому году у нас рыба тоже будет хорошей. Михаил Викторович, а что удалось в этом году сделать прорывного в оленеводстве? Вот в оленеводстве я бы хотел отметить первое то, что в этом году мы в первый раз, правительство Республики Саха-Якутия подписало соглашение с Министерством Дальнего Востока. И в этом соглашении вот одно из направлений — поддержка коренных малочисленных народов именно в части оленеводства. И сумма эта составляет порядка 39 там, с копейками миллионов рублей. И что мы сделали? Вот на эти средства в этом году мы закупили такое оборудование, которое мы раньше особо не пользовались. Это беспилотные летательные аппараты, 20 штук. Оленеводам это очень сейчас надо. Приобрели 50 единиц передвижных домиков для оленеводов, 24 оборудование для использования бытового газа. То есть мы сегодня потихоньку оснащаем наших оленеводов более такими оборудованием. Построили порядка 6 километров изгороди и 4 единиц кораллей. Кроме того, у нас есть программа Министерства сельского хозяйства и Министерства Арктики. В этом году 20 миллионов рублей у нас выделено для молодых оленеводов, субсидия по 1 миллиону для приобретения жилья.
И далее хотел бы еще сказать, что по программе Министерства сельского хозяйства нашей республики Саха-Якутия тоже выделяется определенное количество средств. Я бы здесь отметил, для вездеходной техники ежегодно выделяется определенная сумма, и мы вот оснащаем наше оленеводческое хозяйство вездеходной техникой для и строительства коралей. И вот в других муниципалитетах мы стараемся вот все оснащения ежегодно предусматривать. Поэтому, в принципе, в этом году у оленеводов более такой неплохой год в отношении и обеспечения, и в отношении, хотел бы, в части увеличения субсидий со стороны бюджета нашей республики. Михаил Викторович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Об актуальных вопросах социально-экономического развития республики мы поговорили сегодня. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале.